Деятельность региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» в 2021 году была направлена на межкультурное взаимодействие между народами Сурского края в рамках реализации проекта «Наше единство в многообразии». В марте 2021 года 80 представителей молодежи из 11 национально-культурных объединений Пензы и Пензенской области стали участниками творческой образовательной школы «Вместе ярче» для лидеров молодежных национальных объединений. Молодые лидеры приняли участие в тематических семинарах, психологических тренингах и мастер-классах известных экспертов в разных сферах – культуры, психологии, межэтнического взаимодействия и общественной деятельности. С самого первого дня участники были погружены в самобытную культуру каждого народа. Каждый день школы начинался с утренней зарядки под национальные мелодии с элементами народных танцев. Участникам была предоставлена возможность принять участие в дискуссионной площадке «Диалог на равных» с представителями правительства Пензенской области. Особенно запомнился ребятам квест на командообразование, где они проявили свою эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Данная образовательная школа стала региональной площадкой для обмена опытом в проведении межкультурных мероприятий, социально значимых проектов. Церемония закрытия школы началась с защиты социальных проектов и визитных карточек отрядов, сплотившихся за эти 3 дня в единую команду. Участники школы показали, что все они едины и все россияне, жители одной великой страны, завершив мероприятие красивым хороводом дружбы. Ни одна нация не может существовать, не чтя историю и память своих знаменитых земляков. В апреле 2021 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Языки культуры в контексте исторического наследия» к столетию со дня рождения Эдгема Рахимовича Тенишева при грантовой поддержке правительства Пензенской области. Мероприятие собрало в областной библиотеке более 400 участников из 13 регионов Российской Федерации. В работе конференции приняли участие губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко, представители правительства Пензенской области и Всемирного конгресса татар. В ходе конференции были проведены круглые столы, мастер-классы по различным направлениям: история, языкознание, лингвистика, краеведение и методика преподавания родного языка в школах. По итогам работы конференции была принята резолюция и выпущен сборник материалов конференции, в который вошли 113 научных публикаций ученых и специалистов, лингвистов, философов, историков, археологов, этнографов, искусствоведов, культурологов из 26 регионов России. Нет национальности у подвига. В рамках этночелленджа «Сурское разноцветие» была проведена акция «Пока мы едины, мы непобедимы». Участники акции с гордостью озвучили имена своих героев, которые отдали жизни во имя своей родины в период Великой Отечественной войны. Наша молодежь помнит и чтит героические подвиги многонационального народа России и сохраняет историческую память для своих детей и внуков. Ничто не объединяет людей так, как искусство и литература. В мае 2021 года литературная гостиная «То, что вдохновляет» открыла свои двери для участников проекта «Выставка рисунков. Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова». Более 100 человек приняли участие в театрализованном представлении с участием великих поэтов и погружением в стилизованный бал XIX века. На мероприятии присутствовали почетные гости, представители законодательной и исполнительной власти Пензенской области. Участники, одетые в свои национальные костюмы, продекламировали гостям стихотворения и романсы на своем родном языке. Состоялась оживленная дискуссия на заседаниях круглых столов, умение быть красноречивым, говоря на родном языке, современная грамматика на разных языках и творчество без границ. Литературная гостиная помогла прочувствовать и присоединиться всем участникам к атмосфере светской жизни XIX века, показав, что на каком бы языке ни звучали произведения литературы и искусства, они всегда прекрасны, понятны и будут восхищать. Народов, проживающих в Сурском крае, такое же разнообразие, как и цветов на летних полях нашей области. В этночеллендже «Сурское разноцветие» мы показали многообразие национальных блюд и их изысканность и технологию приготовления.
Также познакомили с национальными костюмами, рассказали историю происхождения и значения элементов одежды народов, проживающих в Пензенском крае. Провели мастер-классы по приготовлению блюд, изготовлению элементов головного убора и ораторскому искусству. Проведение этно-челленджа «Сурское разноцветие» способствовало формированию детей и молодежи позитивного восприятия лучших образцов культуры народов, проживающих в Сурском крае. Любовь к родине есть в сердце каждого из нас. И эта мысль красной нитью прослеживается во всех работах учащихся, присланных на конференцию «Люблю тебя, мой край родной». Конкурс исследовательских работ стал традиционным для учащихся школ нашего региона. Награждение победителей по 6 номинациям состоялось в торжественной обстановке в стенах Пензенской городской думы. На мероприятии присутствовали почетные гости, которые отметили значимость данного мероприятия и важность сохранения своей национальной культуры, традиций и языка. Всем участникам конкурса были вручены дипломы, сертификаты и сборник, в котором опубликована их первая научная работа. На базе офиса Татарской национально-культурной автономии начала работу межкультурная площадка как ресурсный центр для проведения различных форм молодежных мероприятий. В формате круглого стола прошла дискуссия «Межэтнические отношения и межэтническая коммуникация», приуроченной ко Дню народного единства. В качестве участников заседаний круглого стола выступили представители молодежи национально-культурных объединений Пензенской области. Участники пришли в национальных костюмах и в качестве подарка принесли свое национальное блюдо. В ходе работы круглого стола обсудили вопросы межнационального взаимодействия, вопросы сохранения дружеских связей между народами. Мероприятие завершилось флешмобом с исполнением песни «Я, ты, он, она. Дружная семья». Культура народов Пензенской области богата и многогранна. Она создавалась в течение многих веков. Истоком культуры является народный фольклор. Ежегодное проведение регионального детского фольклорного конкурса «Тургай» стало площадкой для творческого развития личности ребенка, воспитания чувства уважения и бережного отношения к национальной культуре народов Сурского края. В этом году на заочный тур было прислано более 100 творческих номеров по 7 номинациям, в том числе из других регионов. Из Казани, Самары, Ульяновска 49 творческих коллективов были признаны лауреатами. Церемония награждения победителей состоялась в торжественной обстановке на гала-концерте «Тургай», где можно было ощутить прелесть народного фольклора, его своеобразие, напевность и лирику, посмотрев выступления лучших школьных и дошкольных коллективов Пензенской области. Образ современной татарской девушки. Такая тематика областного конкурса красоты и таланта «Татар Кызы Пенза-2021». Современная татарская девушка является не только хранительницей домашнего очага и умеет вкусно готовить, но и ведет активный образ жизни, занимается спортом, интересуется культурой, историей, традициями своего народа. Она может быть дизайнером, экономистом, журналистом, флористом и освоить любую профессию. Она талантлива и умна, скромна и приятна в общении. 5 декабря 9 финалисток предстали перед жюри, в составе которого были представители областных министерств и ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, представители Всемирного конгресса татар. Финалистки показали свой талант в области музыки, поэзии, хореографии. Девушки одна лучше другой блистали на сцене. В итоге мисс Татар Кызы Пенза-2021 стала студентка Пензенского государственного университета Диана Очилова. Позитивный опыт межнационального и межконфессионального общения можно сформировать на примере взаимодействия супругов, состоящих в полиэтническом браке. Именно этой тематике было посвящено заседание круглого стола «Межэтнические отношения в современном обществе» через призму взаимоотношений полиэтнических семей на примере Пензенской области. Спикерами мероприятия выступили деятели науки, культуры, органов государственной власти. В работе круглого стола приняли участие моно- и полиэтнические семьи Пензенской области, а также школьники и студенты. Почти 3 часа велась увлекательная дискуссия о полиэтнических семьях. Спикеры совместно с участниками рассмотрели проблему межэтнических отношений с разных точек зрения. Опытом позитивного взаимодействия в семье поделились супруги, состоящие в полиэтнических браках. По итогам заседаний была принята резолюция. Результатом реализации проекта «Культурно-образовательный марафон. Наше единство в многообразии»
стало создание региональной площадки для развития и трансляции традиционной культуры народов Сурского края, формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям.